Сегодня республика проводила вторую команду призванных на воинскую службу по мобилизации на защиту братских народов и рубежей Родины. Резервисты из разных районов Коми отправились к месту дислокации для прохождения тактической подготовки и боевого слаживания. Напомним, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Военнообязанные в запасе всех регионов получают повестки и отправляются в пункты мобилизации. Наших защитников Отечества напутствовал глава республики Коми Владимир Уйба. Ольга Коняева продолжит. Дома накануне наших ребят уже проводили родные, близкие, друзья. Вот на перроне Печоры провожающих столько, что не протолкнуться. Первое место сбора наших бойцов – детский лагерь «Гренада» недалеко от столицы Коми. Во второй команде резервисты из Печоры и печорских поселков – Сыктывкара, Сыктывдинского и Карткировского районов. Разных профессий и возрастов, согласно указу. Среди призванных по мобилизации есть врач Коми республиканской больницы, за его плечами военное училище. Есть отслужившие не так давно и опытные военные на пенсии. Сегодня мы отстаиваем не только братский народ, защищаем нашу землю, подчеркивает глава Коми. Референдум завершается. И уже понятно, Луганская и Донецкая Народная Республика, Херсон и Запорожье возвращаются в родную гавань. Это наша с вами земля. И вся эта демагогия о том, что мы пришли на какую-то чужую землю, это чушь пентагонских выскочек, которые никогда в жизни не понимали, что такое Донбасс, Донецк, что такое Херсон, Одесса, Николаев. Это испокон веку русская земля. Там сложены головы сотен и сотен, тысяч и тысяч наших пращуров. И мы свою землю никому не отдадим. Нам чужой не надо, но своей не пяди. Республика берет на себя экипировку, теплую одежду, средства физической защиты, бронежилеты, каски. Финансирование выделено из бюджета региона. Амуницию по индивидуальным размерам доставят к месту дислокации, где будет проходить боевое слаживание. Уже началась работа по закупке. На боевую наши пойдут в соответствующем обмундировании. Уважаемые братья, действительно, доля непростая. Доля солдата, она всегда самая великая и самая святая, но и самая сложная. Поэтому, как говорят в Писании, нет более святого долга, чем послужить Отечеству и другу своя. Служите профессионально, спокойно, грамотно. Слушайте командиров. Командиры все у вас будут опытные. Они уже прошли боевые слаживания и в Сирии, и сейчас на Украине. Самое главное, приказ всем вам победить и вернуться домой. Перед отъездом молитва о защите лучших сынов Отечества, нашей родной земли. Напутствие. Как говорил Суворов, наш генерал Бог. Что почему всегда побеждали наши военачальники, потому что всегда были с Богом. И русский солдат, конечно, был прежде всего христианин. И бил прежде всего именно врагов Отечества, врагов Христовых. И всегда побеждал. Поэтому, конечно, нужно все делать с верой, не бояться. Дома остались дети, жены, родители. Тылы будет закрывать республика. Все вопросы, трудности, проблемы каждой семьи, призванного по мобилизации, будут решаться. И даже если понадобится на федеральном уровне. В Коми работает специальная горячая линия. Уже сегодня начинается работа по реестру помощи. Вся республика провожает своих защитников словами поддержки. Мы в вас верим. Желаем преодолеть все трудности, устоять под натиском врага и вернуться домой живыми и здоровыми. Ольга Коняева, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.